Спасение казахов России от джунгар – это распространенный миф, который, к сожалению, все еще находит место в исторических трудах и публичных высказываниях. Например, директор Института российской истории РАН Юрий Петров заявил, что Российская империя в XVIII веке спасла казахов от полного уничтожения джурченями. Вероятно, он имел в виду джунгар, хотя некоторые считают, что речь шла о маньчжурах, потомках джурченей. Однако, если обратиться к историческим источникам, подтверждения этому мифу не существует. История о спасении казахов России в этом контексте – это устоявшееся заблуждение, которое часто используется в политических целях. Важно понимать, что массовое истребление казахов джунгарами, как и их спасение Российской империей, не находят достаточных подтверждений в исторической науке. Этот миф продолжает появляться, во многом из-за инерции восприятия и нежелания пересматривать устоявшиеся взгляды. Историки и исследователи подчеркивают, что понимание прошлого должно основываться на фактах, а не на удобных интерпретациях или политических мотивах. Значение джунгарской угрозы в казахско-российских переговорах начала 30-х годов XVIII века является темой, которая вызывает много дискуссий. Одной из устоявшихся традиций считается мнение, что фактор агрессии со стороны джунгар был одной из важнейших причин вступления Абулхаир-хана в переговоры с Российской империей в 1730 году. Однако современные исследования и выводы ряда ученых позволяют предположить, что эта точка зрения устарела и опровергается известными историческими источниками. Версия Алексея Ираклиевича Левшина – между башкирами, казаками и джунгарами. Для обоснования данного тезиса необходимо рассмотреть, каким образом в казахстанской исторической науке формировалась интерпретация причин сближения Казахстана с Россией. Главным трудом по истории казахского народа в Российской империи стал фундаментальный труд Алексея Ираклиевича Левшина «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей». Левшин, описывая нашествие джунгар на казахские земли в 1723 году, его трагические последствия, а также последовавшее объединение народного ополчения под предводительством Абулхаир-хана, писал: «Вооружившись таким образом, киргизы пошли вперед, напали на зюнгаров, выиграли у них несколько сражений и возвратили себе прежние земли свои, но, ожидая новых нападений на Оны от Галдан-Черена, признали за лучшее удалиться от всего опасного соседа частью на запад, а частью на север. Меньшая Орда, дойдя до Эмбы, где была прежняя граница ее, не остановилась, но перешла на правый берег сей реки, напала на нынешних волжских калмыков и, заняв многие кочевья их, достигла до Урала. Средняя Орда подвинулась на север до Ори и Уя, из окрестностей которых вытеснила многих башкиров. Хотя сии последние, равно как и волжские калмыки, не могли равняться силою своей с зюнгарами, однако ж земли, отнятые у них киргизами, составляли их собственность, и потому они не хотели оставить в покое народ, завладевший ими. Отмщения и беспрерывные набеги готовились обеих сторон в будущем и уже начались в настоящем. Новые соседи, уральские казаки, грозили киргиз-казакам тем же. Надобно было искать одной опоры против всех врагов, надобно было требовать помощи от России. Мысль сия, может быть, не раз занимала тогда благоразумнейших старейшин и султанов, но ее не только трудно было исполнить, но и предложить простому народу. Левшин представил картину триумфа казаков. Казаки не только возвращают свои земли, взяв реванш у джунгар, но и вытесняют башкир с калмыками. Что-то не похоже, что казаки находятся на грани уничтожения. К началу 30-х годов XVIII века. Потерпевшие поражение башкиры и калмыки стремились к реваншу, но их силы вызывали сомнения. Переговоры, инициированные казахской стороной, связывались с желанием закрепить достигнутый успех и прекратить противостояние. Левшин отмечал, что российская императрица могла бы сдержать своих подданных башкир, калмыков и яицких казаков от возможных ответных действий. Джунгары, хотя и упоминаются Алексеем Ираклиевичем Левшиным как потенциально опасные противники, не рассматривались им как непосредственная угроза для казаков на момент переговоров. Сіз кейбір адамдардың Гарвардтар мен Оксфордтарды бітірмесе де, кәсіпте алғырлық танытып, табысқа тез жетіп жататынын байқайсыз ба?
Олар нәтижелі, көреген, кемеңгер, батыл, жеңімпаз, олжалы. Неге олай? Бір супер қабілеттері бар ма екен деп ойлап қаласыз кейде. Бұл супер қабілеттер дұрыс кітаптарды оқып, үздіксіз өзін-өзі дамытудың нәтижесі. Мен өзімнің Patreon арнамда әлемнің ең танымал бестселлер атанған өзекті кітаптарын қазақшаға аударып, видео форматында ұсынамын. Видеороликтер үнемі толықтырылып отырады. Бұл арна сіздің өркендеу жолыңыздағы ең сенімді құралыңыз болуы мүмкін. Жазылым ақысы айына бар болғаны $1. Мұндай төмен баға мектеп оқушыларына да қолжетімді болуы үшін қойылған. Мол қазынасы бар сандық қолыма тегін түсті деп есептеңіз. Сілтеме төменде көрсетілген. Кіріп жазылыңыз. Жеңіске апарар бірінші қадамыңызды қазір жасаңыз. Версия Добросмыслова. Империя-спасительница. Практически все российские историки конца XIX – начала XX века при освещении событий XVIII века опирались на труд Алексея Ираклиевича Левшина, однако их интерпретации существенно отличались. Ярким примером можно назвать работу одного из известных исследователей истории казахов Александра Ивановича Добросмыслова. В своей работе он почти дословно повторяет текст Левшина, описывающий военные победы казаков над соседями во второй половине 20-х годов XVIII века. Однако после этого он делает собственный вывод. Постоянные распри между киргизскими ордами и борьба с соседями, башкирами, калмыками, яицкими и сибирскими казаками в описываемое время настолько ослабили киргиз, что становилось вероятным, что они в недалеком будущем будут покорены тем или другим соседним народом. Особенно же они этого могли ожидать от дзюнгар, их исконных врагов. В 1730 году Абулхаир, находясь в крайне стесненных обстоятельствах и в то же время желая выдвинуться из среды киргизских ханов, решил сделаться подданным императрицы Анны Иоанновны. Делая такой решительный шаг, Абулхаир, разумеется, рассчитывал прежде всего иметь поддержку со стороны сильной покровительницы против своих врагов, сохранив в то же время и свою независимость. Таким образом, в отличие от Левшина, Добросмыслов делает вывод, который противоречит изложенным фактам. Победившие своих соседей, казаки в его интерпретации предстают как слабый и разрозненный народ, стоящий на грани покорения. При этом он считает, что наибольшие шансы на господство над казаками были у джунгар. Логическое несоответствие между изложением событий и выводами Добросмыслова остается без внимания. Это объясняется тем, что выводы историка были продиктованы не столько фактами, сколько идеологическими задачами. В интерпретации Добросмыслова Российская империя предстает в образе спасительницы казахского народа, что полностью соответствует официальной идеологии того времени. Версия Тынышпаева – внутренние конфликты казахских родов. После прихода к власти большевиков кардинальным изменениям подверглась интерпретация многих исторических событий. Руководящую роль в исторической науке занял Михаил Николаевич Покровский, чьи идеи основывались на принципах интернационализма и критики имперских воззрений. Это привело к пересмотру вопросов, связанных с присоединением Казахстана к Российской империи. В 1925 году в Оренбурге была издана первая советская обобщающая работа по истории казахского народа. Автор этой книги, Александр Петрович Чулошников, поддержал точку зрения Александра Ивановича Добросмыслова, утверждая, что джунгарская угроза была главной причиной переговоров Абылкаир-хана с Российской империей. Однако это утверждение вызвало жесткую критику со стороны Мухамеджан Тынышбайулы. Он предложил новую интерпретацию событий. Согласно его версии, после первых побед казаков над джунгарами в 1730 году умер верховный хан Болат, а на его место был избран Абилмамбет. Это решение оскорбило Абылкаир-хана и Самеке-хана, которые покинули Джунгарский фронт, уведя свои войска. Тынышбайулы писал: «Мы считаем, что именно это обстоятельство заставило Абылкаир-хана сразу прикочевать к русским границам и повести переговоры о принятии его в подданство. В противном случае трудно объяснить, почему именно Абылкаир-хан, имевший на востоке надежный заслон ввиду многочисленной Средней Орды, поспешил обратиться к русскому правительству». Тынышбайулы отверг идею о джунгарской угрозе,
подчеркнув, что джунгары представляли наименьшую угрозу для младшего Жуза, правитель которого стал инициатором переговоров. Однако в его интерпретации присутствовали ошибки, связанные с недостатком доступных источников. Санжар Асфендиаров, автор известного труда по истории Казахстана, полемизировал с Тынышбайлы по многим вопросам, но также отверг джунгарскую угрозу как причину сближения с Россией. Он писал: «Легенда о добровольном подданстве казаков, распространяемая великодержавными шовинистами и националистами, разоблачается фактами. Неблагоденствие, мир и культуру несло царское завоевание казахским массам. Оно несло разорение, грабежи и убийства. Завоевания эти сопровождались большими народными движениями против завоевателей, а также против своих эксплуататоров, ханов, вступивших в союз с царизмом». 5 страницы 116-117. Асфендиаров выразил взгляды школы Покровского, следуя марксистским постулатам. Однако в 1936 году началась идеологическая волна гонений на представителей этой школы. Мухамеджан Тынышбайулы и Санжар Асфендиаров стали жертвами политических репрессий. Версия Вяткина: или Россия, или Джунгария. Михаил Порфирьевич Вяткин, опубликовавший в 1941 году новую обобщающую работу по истории Казахстана при освещении темы присоединения к Российской империи, отмечал: непосредственная опасность нового нападения Джунгарии была лишь отсрочена, но не устранена. Приход к власти в 1727 году, ведшего в отношении Казахстана весьма агрессивную политику, увеличивал опасность такого нападения. Но и сами казахские владельцы, в том числе и хан Абылкаир, не отказывались от мысли вернуть утраченные в Средней Азии владения – Ташкент, Туркестан, Сайрам – и взятых в плен джунгарами родственников. Добиться мира на западных границах Орды – это была одна из главных внешнеполитических задач Абылкаира. Такой мир ему был нужен, чтобы развязать себе руки в борьбе с Джунгарией. В этих условиях упадка ханской власти и внешнеполитических трудностей Абылкаир и предпринял шаги к сближению с царским правительством. Далее Михаил Порфирьевич Вяткин выразился еще определеннее. Если исходить из той конкретной обстановки, какая сложилась в Казахстане в 30-х и начале 40-х годов XVIII века, нужно будет признать, что перед Казахстаном стояла альтернатива – или подданство России, или Джунгарии. Последнее было для трудящихся масс не легче, чем господство российского царизма, но в то же время отрывало казахские степи от более передовых и в хозяйственном и культурном отношении областей. То и другое подданство несло колониальный гнет и потерю политической независимости. Но подданство России открывало в дальнейшем возможность прогресса, движения вперед, хотя и мучительного, и тяжелого для народных масс. Подданство Джунгарии, страны по сравнению с Россией отсталой, могло лишь консервировать прежние формы хозяйственной и политической жизни. Михаил Порфирьевич Вяткин был видным ученым, внесшим значительный вклад в изучение истории Казахстана. Как человек, глубоко знакомый с региональной историей XVIII века, он отмечал сложность выбора, стоявшего перед казаками. Однако его выводы, связанные с альтернативой между российским и джунгарским подданством, соответствовали официальной сталинской идеологической установке. Согласно этой концепции, Российская империя выступала меньшим злом для народов, вошедших в ее состав, тогда как джунгарское ханство, изображаемое как большее зло, представляло угрозу для региона. Такой подход подчеркивал цивилизаторскую роль России, несмотря на все трудности, связанные с ее колониальной политикой. Консенсус 1943 года. Обман Абылкаира. В годы Великой Отечественной войны, когда началась работа над первым коллективным трудом по истории Казахстана с участием эвакуированных ученых, тема присоединения Казахстана к России вызвала острые дискуссии среди авторов. Местные историки, казаки и русские, находили, что национально-освободительное движение против колониального гнета показано недостаточно ярко. Разногласия были настолько значительными, что для улаживания вспыхнувших споров был приглашен из Ташкента директор Института истории Академии наук Союза Советских Социалистических Республик академик Борис Дмитриевич Греков,
вспоминал Николай Михайлович Дружинин. В результате этих разногласий был достигнут консенсус, и в изданной в 1943 году «Истории Казахской ССР. Начало казахско-русских переговоров» было описано следующим образом. Абылкаир использовал для своих целей усилившуюся военную угрозу со стороны джунгарских айротов и уговорил многих султанов и биев обратиться к России с предложением военного союза для совместной с казаками борьбы против Джунгарии. Состоявшийся в 1730 году съезд биев младшего Жуза принял такое решение и поручил Абылкаиру вступить в переговоры с царскими властями о заключении с Россией военного союза. Но Абылкаир жестоко обманул биев. В грамоте, посланной им императрице Анне Ивановне, он просил царское правительство не о военном союзе, а о принятии казаков всех жузов в российское подданство. Эту просьбу Абылкаир написал тайно от биев и от народа. Такое описание событий представляло собой прямое и сознательное искажение фактов. Историки не располагали сведениями, что на Народном собрании, предшествовавшем отправке казахских посланников, обсуждалась угроза со стороны джунгар и предлагался военный союз с Россией. Этот текст был вынужденным отражением концепции меньшего зла, но даже это не спасло книгу от разгромной критики. В следующем издании «Истории Казахской ССР» инициатива Абылкаира была объяснена иначе. Перед Абылкаиром стояла большая и сложная задача. Нужно было найти пути спасения Казахстана от порабощения Джунгарией. Опыт борьбы 20-х годов мог убедить его, что даже объединение всех сил казахского народа недостаточно, чтобы спасти независимость страны. Поддержки в борьбе с Джунгарией и в деле укрепления ханской власти Абылкаир решил искать у своего западного соседа Российской империи. Для этой формулировки была использована адаптированная версия интерпретации Михаила Порфирьевича Вяткина. Версия 1957 года. Абылкаир провидец. Несмотря на критику властей, термин «порабощение» как определение перспективы, ожидавшей казаков в случае дальнейшего противостояния с Джунгарией, получил закрепление в последующих работах. В изданной в 1957 году новой истории Казахской ССР после описания военных успехов казахских сил в борьбе с джунгарами следовало утверждение. Однако эти победы еще не означали полной ликвидации джунгарской опасности. Борьба продолжалась. В ходе ее наиболее дальновидным представителем казахской феодальной верхушки, в частности хану Абылкаиру, стала ясна необходимость принятия российского подданства как единственного средства, могущего спасти казаков от порабощения Джунгарией. Репрессированный и вынужденный публично отречься от своих прежних взглядов Ермухан Бекмаханов в своей работе, посвященной присоединению Казахстана к России, писал: «В обстановке нависшей со стороны деспотического государства Джунгарии угрозы и разорительных феодальных распрей, приведших к политическому и хозяйственному кризису, добровольное присоединение казаков младшего Жуза спасло их от полного порабощения отсталой Джунгарии, создало объективные условия для приобщения Казахстана к передовой экономике и культуре России. В добровольном присоединении младшего Жужуза к России были заинтересованы прежде всего народные массы». Такое описание событий стало отражением идеологического подхода того времени, стремящегося обосновать позитивное значение присоединения Казахстана к Российской империи. Формулировка связывала выбор Абылкаира с его дальновидностью и прагматизмом, придавая этому шагу не только политическое, но и экономическое и культурное обоснование. Версия Златкина. Китайская угроза. К 70-м годам XX века на фоне ухудшения советско-китайских отношений тема истребления джунгарского народа стала активно освещаться в СССР. В этом контексте было издано значительное количество исследований, в том числе книга «История джунгарского ханства» историка Ильи Яковлевича Златкина. В этот период джунгарское ханство стало меньше демонизироваться в трудах по истории Казахстана. Вместо этого роль большего зла начали приписывать другим державам. Например, в работе Валентина Яковлевича Басина, изданной в 1971 году, утверждалось: «Нетрудно представить, что было бы с Казахстаном, если бы он не был присоединен к России.
Его бы захватили Цинская империя или Каканское ханство, его раздробили бы на мелкие части. В конечном счете он мог стать легкой добычей для английских колонизаторов. В третьем томе новой истории Казахской ССР, изданной в 1979 году, события были описаны следующим образом. Непосредственная опасность нового нападения Джунгарского ханства, несмотря на анракайскую победу казаков в 1730 году, не была устранена. Приход к власти Галдан-Церена, ведшего в отношении казахских ханств весьма агрессивную политику, означал усиление опасности такого нападения. Да и сами казахские ханы, в том числе и Абылкаир, не отказывались от стремления вернуть в плен джунгарскими феодалами соплеменников. Добиться мира на западных границах младшего Жуза стало одной из главных внешнеполитических задач хана Абылкаира. Это было крайне необходимо, чтобы развязать руки в борьбе с главным противником – Джунгарским ханством. Назрела необходимость союза с могучим северным соседом – русским государством. Этот текст частично повторяет формулировки Михаила Порфирьевича Вяткина, однако важный момент его интерпретации, альтернатива между Россией и Джунгарией, был отброшен. В книге отсутствовал ранее характерный алармизм, связанный с угрозой порабощения казаков джунгарами. Вместо этого заключение союза с Россией объяснялось необходимостью сосредоточить силы на наступлении против Джунгарского ханства, хотя и подчеркивалась возможность нового джунгарского вторжения. Такая интерпретация соответствовала политической ситуации того времени, акцентируя внимание на китайской угрозе и формируя более взвешенный взгляд на отношения казаков с Джунгарским ханством. Версия Сулейменова и Басина – никаких побед и угроза порабощения. Политика вновь вмешалась в работу историков в начале 80-х годов XX века. В рамках празднования 250-летия присоединения Казахстана к России в 1981-1982 годах власти Казахской ССР приняли решение издать новые труды, посвященные этому событию. Одной из таких работ стала книга Сулейменова Бекежана Сулейменовича и Валентина Яковлевича Басина «Казахстан в составе России». Официальный подход определил содержание книги. Причины вступления Абылкаир-хана в переговоры с Российской империей авторы описывали следующим образом. В конечном счете, когда лучше подготовленные в военном отношении джунгарские войска напали, казаки по существу не смогли организовать оборону. Нашествие джунгарских феодалов до основания потрясло экономическую и политическую жизнь казахского общества и всех соседствующих с ним народов. Возникла угроза существованию самого казахского народа. Наиболее дальновидная часть казахского общества, в частности ханская партия, во главе с ханом младшего Жуза Абылкаиром, единственный выход из этой тяжелой для края внутренней и внешнеполитической обстановки видела в принятии российского подданства. От решения этого вопроса по существу зависела дальнейшая судьба народа. Если ранее в научных трудах говорилось о недостаточности военных успехов казахов, то теперь такие успехи даже не упоминались. Если ранее обсуждалась угроза порабощения казаков джунгарами, теперь акцентировалось внимание на угрозе существованию народа. Эта драматизация ситуации служила одной цели – подчеркнуть историческую роль России как спасительницы казахского народа. Поскольку научные труды становились основой для учебных пособий, художественных произведений и кинофильмов, такие установки активно внедрялись в историческое сознание общества. Что изменили годы независимости? После обретения независимости Казахстаном может показаться странным, но интерпретация причин присоединения Казахстана к России не претерпела существенных изменений. Формулировки, восходящие к Михаилу Порфирьевичу Вяткину, продолжали использоваться, в очередной раз немного отредактированные. В третьем томе истории Казахстана, изданном уже в постсоветский период, повторялись прежние выводы. Непосредственная опасность нового нападения Джунгарского ханства, несмотря на аныракайскую победу казаков в 1730 году, не была устранена. Приход к власти Галдан-Церена, проводившего в отношении казахских ханств весьма агрессивную политику, означал усиление опасности такого нападения. Да и сами казахские ханы, в
в том числе и Абылкаир, не отказывались от стремления вернуть взятых в плен джунгарскими феодалами соплеменников. Добиться мира на западных границах младшего Жуза стало одной из главных внешнеполитических задач хана Абылкаира. Это было крайне необходимо, чтобы развязать руки для борьбы с главным противником – джунгарским ханством. В сложных условиях внутреннего развития казахского общества в окружении джунгар и волжских калмыков, башкир, яицких и сибирских казаков, находясь по существу в экономической блокаде, под постоянным давлением Великой империи, правители казахских жузов были вынуждены искать союзника в лице Российской империи. Таким образом, вывод, впервые сформулированный в сталинский период, продолжал кочевать из одной работы в другую. Даже в многотомной академической истории Казахстана он оставался практически неизменным, несмотря на изменения политической и идеологической ситуации в стране. Это показывает, как инерция академической традиции может сохранять определенные нарративы, даже когда изменяются социально-политические реалии, в которых создаются новые исторические труды. Пересмотр трактовки исторических процессов и событий не всегда должен быть принципиальным. Советские ученые провели серьезную научную работу, и многие исследования того периода сохраняют значимость и сегодня. Если джунгарская угроза признается казахстанскими историками важным фактором, который повлиял на начало переговоров казахских правителей с Российской империей, это должно находить отражение в научных трудах. Однако целый ряд ученых исследовали эту тему и пришли к иным выводам. Еще в 1908 году в статье Абоджера Абылкаир, хан младшего Жуза казаков и его присяга о верности России в октябре 1731 году утверждалось, что к 1730 году джунгарская угроза для казаков была неактуальна. Он отмечал, у джунгаров, находившихся в постоянном противостоянии с Цинской империей, было недостаточно сил для установления контроля над казахскими степями. Эту позицию поддержал Владимир Анисимович Моисеев в своей книге «Джунгарское ханство и казаки». Не столько опасность нового нашествия побуждала Абылкаира, владения которого находились дальше всех от Джунгарии, заключить союзный договор с Россией, сколько стремление с помощью России вернуть отнятые у казаков земли. В советской историографии преувеличена роль джунгарской угрозы, на что обращали внимание некоторые западные исследователи. Ирина Викторовна Ерофеева в своих работах также последовательно поддерживала данную точку зрения. В третьем томе истории Казахстана, автором некоторых разделов которого она являлась, отмечалось: желание хана младшего Жуза получить поддержку и покровительство России излагалось в контексте казахско-башкирских отношений и мотивировалось необходимостью урегулирования военных конфликтов казаков не с джунгарами, волжскими калмыками и иными соседями, а именно с башкирами. В своей книге «Эпоха последних батыров» Радик Джексенбекович Темиргалиев, казахстанский историк, также поддержал эту позицию. Он подчеркивал, что инициатива переговоров исходила вследствие конфликтов с башкирами. Российские власти, по сути, не оказывали казакам поддержки в борьбе против джунгар. Казахские правители исключительно собственными силами противостояли Джунгарии. В недавно изданной книге Султана Акимбекова «Казахстан в Российской империи» также подчеркивается: ни те племена, которые непосредственно находились на границе с джунгарами, ни Абылкаир, ни казахские правители, владевшие присырдарьинскими городами, например, Жолбарс или Кучук, в этот момент не видели в джунгарах особенной для себя угрозы. Поэтому можно предположить, что обращение Абылкаира к российской императрице Анне Иоанновне в первую очередь было обусловлено его личными планами. Эти утверждения остаются неоспоренными. Фактор джунгарской угрозы как основная причина присоединения Казахстана к России был утвержден в сталинский период в рамках концепции «меньшего зла». Учитывая советское влияние на закрепление этой интерпретации, в современных научных трудах представляется целесообразным отказаться от устаревших трактовок. Насколько нам известно, Абылкаир лишь просил Анну Иоанновну урегулировать конфликты с башкортами, желая жить с ними в мире.
В сентябре 1730 года в Москву были отправлены послы Абулхаира с просьбой о заключении союза для развития добрососедских отношений. К этому времени и Россия, осознав, что просто заставить казахов стать своими подданными не удастся, соглашается на заключение союза с казахами. Сегодня мало кто знает, что Абулхаир и другие казахские правители не принимали добровольно российского подданства. А все подобные идеи появились уже после того, как Российской империи удалось обманом превратить казахские земли в свою колонию. Так, уже в 30-е годы XIX века российская царская власть заказывает известному ученому-востоковеду Левшину написать книгу и показать, что казахский народ во главе с Абулхаиром сам просил, буквально даже умолял принять их в российское подданство. И тут возникает вопрос, но почему вдруг Российской империи это понадобилось, тем более через 100 лет после первой встречи российского посла Тевкелева с ханом Абулхаиром? А все дело в том, что именно к середине XIX века разворачивается жестокая борьба между Великобританией и Российской империей за господство в Средней Азии. Обе эти империи хотели превратить Среднюю Азию в некое буферное пространство, защищавшее их главное богатство. Для России это была Сибирь, для Великобритании – Индия. Тем более, что в конце XVIII – начале XIX века в Бухаре и Самарканде были замечены английские офицеры, а в 1839 году в Афганистан были даже введены британские войска. Посты английских войск в 1841 году приблизились к левому берегу Амудари, и кавалерийский полковник Казаков докладывал в главный штаб Российской империи. В Ташкенте, Коканде и в особенности в Бухаре есть уже много англичан, обучающих туземные войска военному ремеслу. Встречаются переодетые англичане и в киргизских степях, что ясно доказывает стремление английской нации к владычеству в Средней Азии. И Российской империи срочно требовалось узаконить в глазах мирового сообщества свои права на казахские территории, которые на самом деле колонизировались и были захвачены незаконно. И Левшин пишет книгу под названием «История казачьей орды». Именно Левшин первым привел в своей книге русский перевод письма Абулхаира, написанное в 1730 году императрице Анне Ивановне, на который до сих пор продолжают ссылаться многие исследователи. Позже перевод этого же письма сделал известный археолог, казахстанский историк профессор Амантай Исин. И сейчас прямо по абзацам я приведу оба перевода, и вы сами увидите разницу. Перевод Левшина. Послание в Петербург Ее Величеству, величайшей, благородной, богатой и умной обладательнице многих земель, Ее Величеству, государыне императрице, ежедневно, ежемесячно и ежегодно желаем Божьей милостью благополучного государствования. То есть здесь как будто бы Абулхаир уже изначально ставит себя ниже и признает верховенство Российской империи. А вот перевод Исина. «Величие и милости высокой, государство превыше правящей землями Ее Величеству, белой великой императрице обращаемся с обыденным намерением. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год государство да пребывает в здравии и приумножается». То есть в переводе Исина высказывается простое пожелание здравия правительницы соседнего государства. Дальше. Перевод Левшина. «Наше заявление Вашему Величеству состоит в том, чтобы с подданным вам башкирским народом, который находится за Уралом, у нас близких отношений не было». Здесь констатируется якобы факт, что между казахами и российскими подданными имеются конфликты. А вот перевод Исина. «Наше заявление Вашему Величеству следующее. С народом Вашего Величества, уральским ештек-башкортами, меж нами нет согласия». То есть здесь также констатируется факт, что основной причиной данного письма является наличие конфликта между казахами и российскими подданными башкирами.
Это единственный абзац, в котором оба перевода и по смыслу, и по переводу сходятся. Дальше, перевод Левшина. «Желая быть совершенно подвластным вашему величеству, я посылаю своего посланника вместе с вашим подданным Алдарбаем». То есть, здесь, в этом переводе, высказывается якобы намерение Абулхаира быть полностью под властью Российской империи. А вот перевод Исина. «Теперь, желая получить под покровом вашего императорского величества защиту и спокойствие, посылаю, присоединив к лесной дороге Уральскому Ештеку, подданному вашему Алдарбаю, своего посла». То есть, в этом переводе ясно сказано, что имеется в виду, что Абулхаир желал бы получить покровительство Российской империи. Но покровительство и подданство – это разные вещи. Дальше, перевод Левшина. «Этот Алдарбай требовал посланника от нас к вашему величеству, и поэтому мы, Абулхаир-хан, с подвластным мне многочисленным казахским народом, среднего и малого жузов, все преклоняемся перед вами, являемся вашими слугами, и все вместе с простым народом желаем вашего покровительства и ожидаем вашей помощи, чтобы с подданным вам башкирским народом, находящимся за Уралом, жить в согласии». То есть в этом переводе Левшин приводит и говорит, что якобы Абулхаир с подчиненными ему родами среднего и младшего жузов преклоняется перед российской императрицей и просит подданства, признавая себя слугой императрицы. Однако скрыть факт того, что основная причина письма – это все же решить конфликтный вопрос с российскими подданными башкирами, не удается. А вот перевод Исина. «Поскольку этот Алдарбай просил посла к вашему императорскому величию, мы, Абулхаир-хан, 40 санов казахов, средние и младшие жузы, со всеми подвластными мне Караша, склоняем голову. Наш ярлык с вашими слугами, уральскими ештеками, хотим достичь согласия». То есть в этом переводе ясно видно, что Абулхаир не старался отправить посла, а вот направить своих послов к русской императрице его уговорил именно башкирский посланец Алдарбай. И здесь также в этом переводе понятно, что Абулхаир с подчиненными ему родами младшего и среднего жузов склоняет голову в знак почтения, но никак не признает себя слугой Российской империи. И приводится даже решение в этом письме, в этом переводе, что российской императрице всего лишь нужно принять жарлык, то есть указ, согласно которому башкирам запрещалось бы воевать и нападать на казахов. Перевод Левшина. «Желаем вам всякого благополучия и будем вашими подданными». То есть здесь уже наглым и открытым образом Левшин переводит текст письма как выражение согласия Абулхаира стать подданным Российской империи. А вот перевод Есина. «С вашим ярлыком да будем в согласии». То есть здесь выражается надежда, что императрица выдаст решение, жарлык или указ, с помощью которого будет достигнут мир с башкирами и будут установлены добрососедские отношения казахов и Российской империи. Дальше происходят еще более удивительные вещи. Коллегия иностранных дел, которую на тот момент возглавлял ближайший соратник Петра I Гаврила Головкин, и которой Анна Ивановна поручает подготовить ответ на письмо хана Абулхаира, дает шокирующее заключение, в котором рекомендуется принять казахов в российское подданство на следующих кондициях, то есть условиях. Уплата ясака, это налог шкурами и мехами, остановка нападения казахов на российские земли, предоставление казахам защиты в случае внешнего нападения, распоряжение башкирам быть в мире с казахами, возврат плененных казахов. Самое удивительное здесь то, что в своем письме Абулхаир ведь не просил подданства и тем более не давал согласия на выдвижение каких-то условий со стороны Российской империи. Об этом явно свидетельствуют оба перевода письма Абулхаира. И даже сама коллегия иностранных дел в самом начале своего заключения признает то, что Абулхаир не пишет о принятии в подданство, но он якобы это передает устно.
но устно это можно ведь оспорить, ведь, как говорится, слова к делу не пришьешь. Однако коллегия иностранных дел Российской империи прекрасно понимала, что в своем ответе никак нельзя открыто говорить о принятии казахов в российское подданство. Поэтому в ответной грамоте от имени Анны Ивановны к хану Абулхаиру пишется следующее. «Мы усмотрели желание Абулхаира, подтвержденное устно казахскими послами, быть в российском подданстве, и поэтому согласны принять казахов в свое подданство на следующих условиях: уплата ясака, остановить нападение на российских подданных, иметь право ссылаться на Россию в случае нападения внешних врагов, вернуть пленных российских подданных, охранять торговые караваны русских купцов». То есть, фактически в этой грамоте Анна Ивановна подтверждает, что никакого прямого обращения хана Абулхаира принять его в российское подданство не было. Это еще раз подтверждается вышеуказанными переводами письма Абулхаира. Кроме того, налицо прямой обман казахов российскими правителями. Не имея письменной просьбы о принятии их в российское подданство, они тем не менее принимают самостоятельно решение принять казахский народ в российское подданство. В этой же грамоте Анна Ивановна пишет Абулхаиру о том, что для установления мира между казахами и башкирами на границе будет построена крепость, и для строительства этой крепости снаряжается специальная экспедиция во главе с Кирилловым и Тевкелевым. Тогда как же произошло, что казахи вдруг оказались в составе Российской империи? А все дело в выдающихся способностях направленного к хану Абулхаиру Алексея Тевкелева. Именно Тевкелев, приехав в ставку Абулхаира с грамотой от Анны Ивановны, увидел, что среди казахских правителей младшего жуза нет единства, а Абулхаир не имеет абсолютной власти на всех правителей казахских родов младшего жуза. И в таких условиях Тевкелев просто сыграл на личных амбициях Абулхаира. Тевкелев, не имея на это никаких полномочий, просто обещает Абулхаиру полную поддержку России, если тот поможет утвердить на Курултае привезенную им грамоту. Также Тевкелев пообещал Абулхаиру, что именно он станет главным казахским ханом, и не таким ханом, как сейчас, который зависит от воли правителей родов и племен, а ханом с абсолютной властью. И Абулхаир, который был великим батыром и храбрым полководцем, не зная дипломатических интриг, согласился выступить на Курултае младшего жуза в поддержку привезенной Тевкелевым грамоты, даже как следует ее не прочитав. Но и тут Тевкелев обломился, потому что на созванном Курултае родов и племен младшего жуза нашлись такие казахские правители, которые угадали истинное содержание грамоты и убедили Курултай не утверждать ее. В итоге Тевкелев, еле спасшись от расправы казахских батыров, буквально убежал из ставки Абулхаира. Но главное, он понял, что между казахами нет единства, и что ради казахского престола не только Абулхаир, но и многие казахские султаны согласятся на продолжение переговоров. В итоге так и произошло. Начиная с 1731 года по 1880-е годы Российская империя уже ввела переговоры о принятии подданства с отдельными казахскими правителями, каждому обещая то, что они хотели. Ханам и султанам Россия обещала помочь стать правителем всех казахов, батырам обещала помощь в закупке огнестрельного оружия, биям обещала поддержку в борьбе за ограничение власти ханов. На самом же деле Российская империя и не собиралась удовлетворять чьи-либо требования. Просто в условиях жесткой борьбы с Великобританией за господство в Средней Азии российские власти использовали прием «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Поэтому российское влияние устанавливалось на казахских землях постепенно, сначала во владениях одного султана, затем другого, затем следующего и так далее. Это нам напоминает поглощение питоном кролика, то есть не спеша, сантиметр за сантиметром, потихоньку.
Однако в целом все эти отдельные согласия казахских ханов, султанов, батыров и биев о принятии российского подданства были незаконными, так как согласно степным законам все важные государственные решения обязательно должны утверждаться на Курултае. Однако этого не произошло. Отдельных казахских ханов, султанов, батыров, биев российские власти приглашали поодиночке в свои крепости и там добивались от них согласия на подданство. Но, конечно же, случались и проколы. Так, уже через несколько лет хан младшего Жуза Абулхаир четко начинает понимать, что его самым подлым образом использовали и обманули. Поэтому Абулхаир со второй половины 40-х годов 18 века фактически ведет войну с Российской империей за восстановление казахской независимости, неоднократно нападая на приграничные российские крепости и земли башкиров и калмыков. Одновременно хан Абулхаир начинает поиск нового союзника и даже оглядывается в сторону Великобритании, чьи агенты рыскали тогда по всей Средней Азии. И чтобы не допустить ухода Абулхаира под крыло Великобритании, четко осознавая, что у них нет никакого официального документа о принятии казахского народа в свое подданство, который был бы признан международным сообществом, и прекрасно понимая, что в открытом военном конфликте им не завоевать храбрый казахский народ, Российская империя решает устранить Абулхаира. Смерть Абулхаира автоматически решала все проблемы. Во-первых, исчезал единственный казахский хан, который мог бы подтвердить тот факт, что не было никакой просьбы о принятии казахов младшего Жуза в российское подданство. Во-вторых, со смертью влиятельного Абулхаира среди казахской знати разворачивались очередные междоусобицы за его наследство, и в этой ситуации казахским правителям было не до того, чтобы заниматься поиском ответа на вопрос, а на каких же основаниях строятся крепости на землях младшего и среднего Жузов. В-третьих, у Российской империи появлялась замечательная возможность вмешаться во внутренние дела младшего Жуза и постараться посадить на опустевший после Абулхаира престол своего ставленника. И теперь Российская империя приступает к операции по устранению великого казахского хана Абулхаира. Более того, Абулхаир не мог говорить от имени всех казаков, ведь он не был ханом всех трех Жузов. Но даже если бы он обладал титулом верховного хана всего казахского народа, степная демократия не позволила бы ему единолично принимать столь судьбоносное решение – подчинить свой народ другому государству и сделать его вассалами. Казахские ханы не обладали абсолютной властью, как ханы Золотой Орды. То время давно прошло. Решения подобного масштаба в степи всегда принимались коллективно, с участием старейшин, биев и народа. Покровительство в некоторых делах, возможно, военный союз – да, торговые отношения – тем более. Но подданство в его европейском понимании, подразумевающее полную утрату суверенитета, было категорически чуждо традициям и укладу жизни казахской степи. И все же именно это единственное письмо стало поводом для создания мифа о добровольном присоединении казаков к Российской империи и о якобы спасении казаков от Джунгар. Смешно. Но в наше время мы часто читаем, как граждане Российской Федерации пишут в комментариях: «Вы забыли, как мы вас от террористов спасли». Этот нарратив активно раздувается со стороны России, превращаясь в инструмент для оправдания внешнего вмешательства и подавления народных волнений. Январские события 2022 года – яркий тому пример. Столкнувшись с народным возмущением, президент Токаев назвал эти волнения нападением 20 тысяч террористов и призвал на помощь силы ОДКБ, чтобы подавить народное восстание. Но где эти 20 тысяч террористов, вторгнувшихся извне? Откуда они прилетели и куда исчезли потом? Ни одного доказательства их существования предоставлено не было. Ни фотографий, ни видеозаписей, ни показаний, которые могли бы подтвердить такую угрозу. Эти параллели между историей письма Абулхаира и современными мифами демонстрируют, как российская пропаганда виртуозно использует подобные нарративы, всегда выставляя себя воинами света и добра. Любые действия, даже откровенную агрессию или вмешательство во внутренние дела других стран, она умело оправдывает якобы благородными целями, такими как защита,
освобождения или спасения. Эта стратегия активно применяется и сегодня, например, в Украине. Там Россия также позиционирует себя освободителем, утверждая, что действует в интересах местного населения, защищает их от вымышленных угроз или навязывает свой порядок в качестве спасителя. Империи всегда стремятся диктовать условия, формировать исторические нарративы, где они неизменно играют роль воинов света и приносящих цивилизацию и развитие. Но история показывает, что за этим скрывается банальное порабощение, как открытое, так и скрытое, манкуртизация народов, их лишение культурной идентичности и даже геноцид. Такая политика прикрывается высокими лозунгами о спасении, защите и прогрессе, но на деле она направлена на уничтожение самобытности покоренных народов, подавление их воли и полное подчинение. Под видом освобождения и цивилизаторской миссии империи навязывают свои порядки, ломают устоявшиеся традиции и заменяют их на угодные колонизатору ценности. История письма Абелкайра, миф о спасении казаков от джунгар и современные нарративы – это лишь разные проявления одной и той же имперской стратегии, которая повторяется на протяжении веков.